Нахождение мамонтенка ученые называют счастливой случайностью. Действительно, к уникальному открытию привела череда чудесных совпадений. Сначала десятки лет назад из-за вырубки лесов образовалась эрозия почвы, а затем и кратер вечной мерзлоты. За сменой ландшафта наружу показались и древние останки. Наш мамонтенок оттаял лишь до пояса и буквально торчал из отвесной скалы на расстоянии 40 метров от земли. Благодаря местным жителям, которые соорудили из подручных средств носилки, подняли эту нелегкую находку, это больше 110 килограмм состоит передняя часть, на поверхность, поместили в ледник, сохранили для науки, вышли на нас и в последующем мы уже привезли в город Якутск и сейчас приступили к исследованию. Сохранность останков мамонта уникальная. Без деформации сохранились хобот, уши, ротовая полость и даже глазницы животного. При этом возраст мамонтенка оказался запредельным для радиоуглеродного анализа. Это свыше 50 тысяч лет. Ученые полагают, что именно эта находка позволит продвинуться в исследованиях по возрождению мамонта. Ученые смотрят, сохранилось ли там ядро, а ядро – это носитель генетической информации, который теоретически по проекту должна подсажена быть в яйцеклетку индийской слонихи, и она должна выступать функцией суррогатной матери. И вот в рамках этого проекта эта находка тоже будет подвергаться таким исследованиям, и в следующем году мы уже сможем узнать, подвинет она к реализации нас к этому проекту или нет. К слову, животное оказалось самкой. Девочку назвали Яной в честь реки, которая протекает в Верхоянском районе. Ученые уже установили у нее отсутствие возбудителя сибирской язвы. Кстати, ранее в мире было найдено всего 6 останков мамонтов. Вместе с Яной – 7. Вот Якутия и Ямал претендовали на первенство, пальмовое первенство, у кого же больше мамонтенков найдено, да, и у них было 2, у нас было 2. Сейчас мы уже уходим на первое место, в Якутии уже мы нашли 3-го мамонтенка. Пока останки мамонтенка хранятся за стеклом в морозильной камере. Для широкой общественности открыты они будут не скоро. Впереди годы исследований. И кто знает, какие открытия совершат якутские ученые благодаря удаче и энтузиазму жителей Верхоянского района. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск.